На столь значимое мероприятие представители конституционного контроля 15 стран мира обсуждают роль основного закона формирования демократического правового государства, а также влияние данного органа на правосознание и правовой культуры человека. С принятием Конституции в 1993 году на первое место вышел человек. Значимость и ценность каждого гражданина, а также его права и свободы утверждены в основном законе. Прописанные в Конституции принципы построения государственной власти, взаимоотношений между ветвями власти сохраняются и по сей день. Почему очень важно помнить о Конституции 1993 года? На самом деле в тот момент произошел он был на самом деле таким переломным моментом для нашего общества. Вопрос не только в приобретении независимости. Мы изменили иерархию ценностей, которую мы определили для себя. Если в качестве примера брать Конституцию Советского Союза или Конституцию Киргизской Советской Социалистической Республики, то можно заметить, что самой главной ценностью являлись это государственные и общественные интересы. Верховенство основного закона обеспечивает высший орган судебной власти – Конституционный суд. Он устраняет из правового поля те нормы законов, которые противоречат Конституции. Таким образом, контролирует качественное функционирование всей правовой системы. Нормы Конституции могут быть общими, да? Не все могут понимать смысл этих вещей, но Конституционный суд – это именно тот профессиональный орган, который может распаковать эту норму и дать направление законодателю, который должен на основе этой интерпретации принимать правильные законы. А эти правильные законы еще и будут правильно исполняться, то мы быстрее будем идти в сторону правового демократического государства. Конституционные суды многих стран для решения значимых вопросов обращаются в Венецианскую комиссию. Кыргызстан стал членом комиссии в 2004 году и на сегодняшний день тесно сотрудничает с этим консультативным органом. Венецианская комиссия играет очень важную роль в развитии конституционного права. Венецианская комиссия заслужила свое уважение не только в Европе, но и в азиатских странах, поскольку имеет состав из независимых экспертов, которые дают заключение по поводу различных вопросов, которые необходимо применить в практике конституционных судов. В ходе мероприятия Конституционные суды Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках документа на протяжении 5 лет мы сможем обмениваться информацией по судебным решениям. Ранее подобный меморандум был заключен с конституционными судами Молдовы, Азербайджана, России, Латвии и Таджикистана. Этот меморандум направлен на улучшение наших отношений, на укрепление наших отношений. Я думаю, это будет играть существенную роль в развитии конституционного судопроизводства, верховенства закона, верховенства Конституции нашего государства. Отметим, данное мероприятие продлится 2 дня. Завтра, 22 июня, пройдет сессия, где органы конституционного контроля зарубежных стран поделятся опытом продвижения в общество конституционных ценностей. Альбина Ибекова, Джахшилык Чортонов, ЛТР, Иссык-Кульская область.